Данияр, можете рассказать, как сегодня обстоят дела на авторынке в Кыргызстане? Продаются ли машины, стоит рынок? Некоторые утверждают, что вот он умер. Какое ваше мнение? Смотрите, Виктор, у нас была для Кыргызстана удивительная возможность в прошлом году для того, чтобы развился автомобильный бизнес в Кыргызстане, потому что очень активно была торговля, и это дало очень хороший большой толчок для инфраструктуры в Кыргызстане. Хорошо поработали, но, к сожалению, как и все хорошее, такие времена тоже у нас для Кыргызстана закончились, потому что россияне сейчас в данный момент ввели дополнительные сложности по оформлению автомобилей, которые были растаможены здесь, в Кыргызстане, в России. То есть дополнительные утилизационные сборы, они усложнили сам процесс. Хотя эта функция очень хорошо пользовалась спросом. Дело в том, что даже сами российские граждане жаловались на свои таможенные службы, что у них этот процесс сложный и долгий, а когда автомобиль проходил таможенную очистку в Кыргызстане, для них это было максимально удобно. Вот. И это была небольшая предыстория, потому что сейчас мы имеем на нашем рынке некий спад. Когда был очень большой спрос, соответственно, много новых игроков сюда вступили на рынок, которые стали предоставлять эту услугу. И, соответственно, когда все это понемножку подзатихло, сейчас у нас очень большое предложение автомобилей на нашем рынке, но в то же самое время спрос откатился назад обратно. Соответственно, для потребителя сейчас максимально удобно и комфортно покупать тачку, потому что много спроса, много приложений. Вы можете выбрать тачку из наличия, вы можете выбрать тачку на заказ из Кореи, из США. Эти два направления максимально сейчас актуальны для Кыргызстана. Нельзя сказать, что спрос полностью отсутствует, просто он обратно немножко откатился. И здесь важно сказать, что кыргызские таможенники, кыргызские таможенные службы также настроены для того, чтобы вести переговоры с россиянами, чтобы обратно возобновить все те обороты, которые были до этого, потому что это максимально для Кыргызстана выгодный процесс. И здесь мы, кстати говоря, вынуждены конкурировать с такими странами, как Беларусь, Армения. Российский рынок, повторюсь, это как лакомый кусочек для того, чтобы предоставлять поставки автомобилей на него. Вот сейчас в некоторой паузе находимся, боремся, отстаиваем свои интересы и пытаемся заново вернуться в эту колею, получается. Но пока работаем на местный рынок. Вы сказали, что автомобилей больше, чем спроса. Можно сказать, что цены где-то снизились, и можно подешевле купить хорошую машину из Китая или из Европы? Знаете, на самом деле, вот буквально сейчас я не могу эту машину показать уже, но у нас вот буквально недавно здесь стоял популярный очень автомобиль Geely Manjaro, и реально цены на эти автомобили подупали. То есть изначально речь шла за новую тачку порядка 30 тысяч долларов, там 29-28 тысяч долларов такая машина стоила. А вот буквально пару дней назад с небольшим пробегом ее уже можно было купить здесь у нас за 21 500 она продавалась. То есть буквально за один год цена упала. Хотя машина практически новая, в идеальном состоянии. И, конечно же, это довольно выгодно. Но для продавцов, для дилеров, которые занимаются продажей машин, конечно же, это не совсем выгодно, потому что они вложили деньги, они ждали, что эти машины реализуются, они смогут какую-то копейку заработать, а рынок падает. Для потребителя максимально удобно, для продавца нет, не очень. Но это нормальный процесс, то есть мы уже к такому привыкли. Вы знаете, все рынки так уж устроены, что иногда они растут, иногда они падают, это уже бизнес, тут уже никуда от этого не деться. Мы пару дней назад ездили на авторынок, и там было очень мало покупателей. А с чем это сейчас связано? Сказать, что, допустим, у нас много автомобилей, но люди все равно себе не могут позволить или не хотят покупать. Как-то видно, что авторынок плюс-минус стоит. Да, такой есть момент. В целом, как я только что сказал, о сезонности. Бывают рынки падают, бывают рынки стоят, либо растут. Но еще вот времени года именно кыргызская специфика в том заключается, что летом люди любят отдыхать, сейчас все на Иссыкуле находятся, и жара,
там на авторынке, я думаю, вы вкусили в полной мере, насколько там хотя бы 1-2 часа пробудешь. Что уж говорить, чтобы там подбирать тачку или какие-то вещи там делать. Ну, то есть 2-3 дня там ходить, это довольно тяжело. Соответственно, люди пока отдыхают, есть небольшой спад. Но осенью обычно кыргызский рынок начинает работать более активно и начинается спрос. Но я бы не сказал, что спроса совершенно нет. Вот судя по тому, что как у нас здесь дела двигаются в салоне, мы продолжаем делать сделки, продажи есть, но они вяло текущие просто, из-за этого как бы есть момент. И, конечно же, как я сказал, что после того, когда здесь был активен российский рынок, много, опять-таки, дилеров вышло на рынок, открыли автосалоны, привезли сюда тачки. Не обязательно, что вы их будете... Они даже не выезжают на автосалон, на авторынок. Сейчас вы просто можете в городе посмотреть, открыть сайт, спокойно пойти сам купить тачку. Вот мы видели то, что по сравнению с апрелем, например, когда я тоже ездил на авторынок, стало очень мало китайских автомобилей. Вот этот знаменитый китайский угол, он пустой. Говорят, что все вывезли в Россию. Но вот с учетом того, что у них ввели утилсбор, ну, изменили правила утилсбора с 1 апреля, Да. а почему продолжаются эти поставки? То есть россиянам все равно могут покупать эти автомобили? Смотрите, правила действительно усложнились, но хотя они меняются довольно-таки быстро, все-таки у дилеров есть определенное время для маневра. Например, нам Мишустин говорит: смотрите, ребят, мы через месяц меняем правила игры, мы сделаем здесь утильсбор, вот так усложним. Месяц в целом примерно достаточно для того, чтобы понять, какие нужно шаги сделать и что со своим товаром произвести для того, чтобы успеть вовремя все эти моменты сделать. Ну, то есть, хотя и все не успели, но от большинства автомобилей, которые вот вы говорите про китайский угол, когда эта новость пришла, ну что они первым делом сделали? Ну, завезли туда там 100 автовозов, погрузили эти 100 автовозов, увезли их в Россию, там поставили, и потом уже эти правила уже вступили в свою силу. Вот. Ну, соответственно, это нормальный процесс. Конечно же, довольно негативно для Кыргызстана является тот фактор, то, что все-таки мы только начали, только построили инфраструктуру, только улучшили там. А инфраструктура — это не только продавцы машин. Инфраструктура — это простые люди, которые оформляют документы таможенные, подготавливают экспортные документы, которые водители автовозов, самые простые все люди. И только люди успели накупить автовозы, только запустили свой бизнес, только поставили автосалоны, и тут раз, все, правила меняются, и уже через месяц это перестает быть актуальным. Конечно же, это негативно, но такова жизнь, ну, это нормальный процесс. В России сейчас многие эксперты говорят, то, что можно вести автомобиль по ТПО, но этой функцией можно воспользоваться раз в год, Да? и это дешевле. Вы могли бы поподробнее рассказать о Да? данной лазейке, которую нашли участники, можно так сказать? Ну, по крайней мере, так пишут в российских СМИ. Я бы не сказал, что это лазейка. ТПО — это просто одна из опций, которая у вас есть, когда вы возите автомобиль и хотите его растаможить. Вы можете растаможить по ГТД, либо по ТПО. Правила там в чем отличаются? ГТД — это больше предназначено для дилера. То есть дилеры возят сюда 100 машин, растамаживают по ГТД, и так для них выгоднее. ТПО — это является, когда конечный потребитель возит тачку для себя. Вот физик возит, я хочу ездить там на Geely Manjaro или на какой-то другой тачке. Все, я по ТПО ее вез, растаможил ее на себя. И эта функция абсолютно законная, она прописана в Кодексе Евразийского экономического союза, а ее раньше в Кыргызстане не было. И, соответственно, когда не было, мы все обратились в таможню, говорим: как так? Мы хотим растаможить по ТПО, почему вот в законе такое есть, а мы не могли растаможить. И нужно отметить нашу кыргызскую таможню, что они буквально в кратчайшие сроки смогли подготовить такую процедуру для того, чтобы мы могли сейчас спокойно растамаживать и дальше реализовать автомобили. В чем плюс ТПО заключается? Ну, там, типа, кто-то из блогеров российских говорит, что это лазейка, новый какой-то ход и так далее. На самом деле здесь речь идет о чем? То есть
возится, мы все находимся в едином таможенном пространстве. Россия, Беларусь, Казахстан, Армения. Принцип единого таможенного пространства заключается в том, что самое главное, чтобы товары свободно могли ходить. Что там здесь гражданин Кыргызстана мог спокойненько продать гражданину России автомобиль, при этом не испытывая никаких проблем. Все это через единые рекламные площадки должно реализоваться там. Просто берете, покупаете и все. Точно так же, как будто вы бы здесь эту машину купили. Вот ТПО дает такую возможность. Но Россия, хотя она и сама инициатором является того, чтобы мы все были в одном едином пространстве таможенном, она, тем не менее, вводит некоторые заградительные барьеры для свободного хождения товаров. Эти барьеры в чем заключаются? То есть утилизационный сбор. Утилизационный сбор вводится в определенных странах для того, чтобы защитить собственного производителя. Ну, Россия, я не знаю, честно говоря, что защищает. То есть здесь нужно обратить на такие факторы. Вот смотрите, своего производителя защитите. Я, конечно, там не суперэкономист и так далее, но в России есть заводы, которые производят, там, Лада, да, например. Лада не дает тех технологий, не дает того комфорта, который могут предложить китайские даже автомобили, либо там, не буду даже с европейскими сравнивать. Но и к тому же в санкционной нагрузке в моменте Лада даже не дооснащала свои автомобили самыми простыми функциями. Там, я точно не знаю, ну типа стеклоподъемники у них стали ручные, представляете? Ну, технологии 70-х годов. И, конечно же, это дает стимул для производства. И вот важно еще обратить внимание, я знаю, что время сжато, но тоже об этом хочется сказать. Россияне свое производство как настраивают? Они покупают заводы и говорят, вот мы выпускаем новую Волгу. Но они просто берут, по-моему, как там, какая-то, я забыл, какая-то китайская марка. Они просто эту, Jack, по-моему, она называется, все. Сделали русификацию, руль поставили от Волги, да, и то, по-моему, вот Мишустин даже, то же самое, делал приемку этого автомобиля. Говорит, ну вы хотя бы руль могли бы российский поставить? И они говорят, ну, что-то там затроили, короче, туда-сюда. Вот, заканчивая свою мысль, хочу сказать, что вот эти заградительные барьеры можно не то чтобы обходить, благодаря ТПО это декларация, по которой просто машина была растаможена на кыргызстанца, и он ее спокойно, без утиля, может продавать в Россию. Вот в этом-то и как бы весь лайфхак заключается. То есть не нужно переплачивать за утильсбор. Можно сказать, что благодаря этому реэкспорт автомобилей в Россию из Кыргызстана вернется к прежним таким оборотам, которые были? Или все-таки будет поменьше, или как-то восстановится? Здесь я хочу вам два фактора сказать. Что географически так сложилось, что Кыргызстан находится в Средней Азии, посередине между, ну, можно сказать, там, логистические пути, которые проходят в Россию через Торугарт, можно ввозить сюда машины в Кыргызстан напрямую, и это будет первая точка в Евразийском Союзе, где машина может быть растамаживаться и может отправляться в Россию.